парке имени Коста Ахитогурова состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Инициаторами выступили Республиканский центр по развитию инклюзивного образования и Всероссийское общество инвалидов. В качестве участников были приглашены дети с ограниченными возможностями, а также ребята из детских домов. Стихи, песни и танцы. Дети готовили свои номера сами, а сегодня представили их на суд зрителей. Главных героев сегодняшнего дня развлекали и волонтеры Союза детских, пионерских и подростковых организаций. Ребята организовали национальные площадки. На одной с детьми играли в народные астинские игры, а на другой исполняли обрядовые и героические песни, танцевали нартон, щимт и чепина. После официальной части мероприятия дети приняли участие в акции «Цветы жизни». На специально подготовленной клумбе ребята высадили именные цветы. С праздником сегодня поздравляли детей и в других местах города. Делегация из Дагестана побывала во Владикавказе. Журналисты, блогеры и фотографы приехали в Северную Осетию в рамках выполнения договоренностей, заключенных в марте. Тогда представители региональных медиа подписали меморандум о сотрудничестве. Блогеры побывали в Беслане, посетили мемориальное кладбище, парк ангелов и первую школу. Кроме того, для гостей была организована прогулка по Владикавказу. Подобные визиты позволяют жителям двух регионов своими глазами увидеть, чем живет Северная Осетия, а затем доводить правдивую информацию до своих читателей в сети. Блогеров нашей республики также ждут с ответным визитом в ряде регионов страны. В Центральной России есть очень большая такая проблема, как неадекватное понимание того, как мы живем на Кавказе. Если мы будем сетовать на то, что кто-то продвигает информацию, не соответствующую действительности, этого мало. На современном информационном поле остановить информацию очень трудно, поэтому у нас другой выход. Доминировать на информационном пространстве количеством и качеством информационных продуктов, которые отражают реальную жизнь наших республик. Сотрудники МЧС провели вертолетный осмотр Транскама и строящегося курорта Мамисон. Обильные сезонные дожди стали поводом повышенного внимания к горным территориям. Сотрудники МЧС вместе с геологами на вертолете облетели районы Транскавказской магистрали и строящегося курорта Мамисон. Цель – мониторинг снегозапаса в горах и прогнозирование паводковой ситуации. Специалисты отмечают, ежедневные ливни могут вызвать повышение уровня воды в горных реках и сход селевых потоков. При этом количество снегозапаса в этом году ниже нормы. По результатам облета резюмировали: в настоящий момент угрозы населенным пунктам нет, паводковая ситуация в норме. Также специалисты осмотрели и Гиналдонское ущелье, обстановка на леднике Колка стабильна и угрозы не представляет. Результаты облета показали, что количество снегозапаса минимально, участие снегозапаса в формировании паводка 2014 тоже минимально. То есть мы можем ожидать только дождевой паводок. 38 детишек получили возможность играть во дворе собственного дома. Эту игровую площадку жильцы самостоятельно построили перед Днем защиты детей. Долгое время нерадивые автовладельцы оставляли здесь свои машины, двор использовался в качестве парковочной зоны. Теперь же родители имеют возможность устраивать для детей конкурсы и учить их ответственности. У ребят есть график дежурств, по которому каждый в свой день убирает площадку, что тоже превращается в целую игру. Дети признаются, что помогали взрослым обустраивать игровую зону. Началось все с одной покрышки. Ой, изначально, да, с одной покрышки. Да, сначала придумали солнышки, потом пошло-поехало, интернет нам помог. То одного зверя сделали, то что-то еще, то велосипед, то зебру, то горку. Еще мечта есть для детей сделать качелю большую, хорошую, добротную качелю. Но если вот кто-то бы нам помог, какой-нибудь спонсор, вообще, ну, не знаю, Мы бы были очень благодарны. Очень благодарны. Ко Дню защиты детей по приглашению Министерства культуры Северной Осетии во Владикавказ прибыли гости из соседней республики. Артисты из Кабардино-Балкарии показали владикавказскому зрителю балет «Волшебная свирель Ашамаза». Премьера состоялась на сцене театра оперы и балета. В составе актерской труппы ведущие артисты Кабардино-Балкарского театра и студенты хореографического отделения колледжа культуры и искусств. В планах у коллектива вновь приехать в Осетию после летних каникул и показать спектакль тем, кто не успел посмотреть «Волшебную свирель Ашамаза», а также порадовать владикавказского зрителя новой постановкой под названием «Гимн восходящему солнцу». Для всех народов Северного Кавказа эпос Нарты – это кладезь, в которой мы находим много духовного такого
богатство, открываем его для себя бесконечно. И вот сюжет, сказание об Ахумиде, Ашамазе, он прекрасно, на мой взгляд, как постановщика этого спектакля, ложился на вот язык, танцевальный язык, язык балета. Поэтому за основу был взят именно это сказание, на его основе разработали либретто, и в результате родился тот спектакль, который мы сегодня привезли для того, чтобы показать, познакомить зрителей вашей республики.